В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В Якутии за 3 года в колледжах и техникумах республики открылись 43 современные мастерские. На подходе еще 12. И это лишь малая часть реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», части национального проекта образования. Как готовить специалистов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в республике, расскажет гость студии. Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки республики Саха-Якутия. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, каких показателей должны достичь по нацпроекту образования в нашем регионе? Национальный проект образования, он большой, 10 проектов, крупный включает по самым разным направлениям. Сегодня мы акцентируем внимание на проекте «Молодые профессионалы». Это все, что касается колледжей и техникумов. Есть целый ряд показателей от профориентации до создания мастерских и охвата выпускников колледжей и техникумов демонстрационным экзаменом. Соответственно, это главные параметры. Ну и, конечно же, главный параметр – это выход на показатели трудоустройства. То есть это сейчас в Российской Федерации это примерно 62%. А новые мастерские – это необходимость для более качественной подготовки будущих специалистов? И по каким основным профессиональным направлениям открыты эти самые новые мастерские? Конечно, для нас, на самом деле, мы и раньше создавали мастерские, мы их и постоянно создаем, и в том числе, конечно, и без национального проекта, поскольку это требование федеральных стандартов, чтобы было достаточно оборудования. Но участие нашей республики в национальном проекте образования, проект «Молодые профессионалы», для нас это просто удача. Это стимул, то, что президент Российской Федерации предложил такой проект. На самом деле эти мастерские все создаются на конкурсной основе. Это очень большой цикл подготовки, поэтому даже создание вот этой, как сейчас выражаются, сущности, каждой отдельно взятой мастерской, это очень большая работа коллективов, колледжей и техникумов, работодателей, которые, естественно, участвуют и в подборе инфраструктурного листа оборудования. Это и повышение квалификации, многие другие моменты. Вы уже правильно сказали, что мы уже к этому моменту создали 43 мастерские. Напомню, что в 2020 году на основании конкурсного отбора у нас 3 учреждения создавали по 5 мастерских. Такой был год, мы первый год работали тогда. Это в основном были мастерские IT-профиля. Они наиболее быстро, динамично изменяемые, новое оборудование. И мы успели в 2020 году создать 10 таких мастерских на базе колледжа связи и энергетики имени Дудкина здесь, в Якутске. Это, конечно, наш лидер много лет вообще в подготовке кадров для Якутии, для Дальнего Востока по информационным технологиям. Но и Покровский колледж, он последние годы очень серьезно выдвинулся. Они тоже выиграли такой конкурс федеральный, тоже создали 5 мастерских по IT-компетенциям. Ну и Якутский индустриальный педагогический колледж, который на днях в преддверии нашего 100-летнего юбилея республики уже законно получил имя Владимира Михайловича Членова здесь, в Якутске, ЕИПК создал 5 мастерских по транспорту и логистике. Это обслуживание легковых автомобилей, грузовых автомобилей, покраска, ремонт и другое. А в прошлом году, конечно, был очень такой знаковый год, трудный для нас год, потому что целых 6 наших учреждений в 2021 году создали 28 мастерских. Это в основном по 4 мастерские создавались, такие лоты были, то есть когда нужно было заявляться и реализовывать. Это и Мирнинский региональный технический колледж в Мирном, это промышленность, это Южно-Якутский технологический колледж в Нерюнгри, это наши самые крупные учреждения по IT-технологиям, потому что промышленные у них и так достаточно хорошая база есть. Это Якутский медицинский колледж, мы тоже очень рады за коллег, которые также создали 4 мастерские по медицинскому профилю. Жатайский техникум – это 4 мастерские по промышленным технологиям. Мы знаем, что у нас строится Жатайская судоверфь, это судоремонт, судостроение, поэтому мы рады, что удалось оснастить мастерские, сейчас можем вести там подготовку кадров. Рады за коллег из Северо-Восточного федерального университета. Они тоже участвовали в этом конкурсе и при поддержке республики, при софинансировании от Республики Саха-Якутия также создал колледж инфраструктурных технологий 4 мастерские по IT-компетенциям.
То есть вот может посчитать IT-компетенции 2020-2021 год. Да, ну и я особо отмечаю, я только недавно вот был в Вилюйской группе районов, слава богу, теперь, да, немножко пандемия отступила, мы имеем возможность посмотреть, пообщаться с коллегами. Верхневилюйский техникум – это единственное учреждение, может даже в масштабе России, я так думаю, которые смогли выиграть в прошлом году 2 лота по созданию 4 мастерских. То есть они создали 8 мастерских в Верхневилюйском техникуме, и это профиль не только транспорт и логистика, это их профиль, опять же, грузовые автомобили, ремонт, обслуживание, легковые автомобили, но и также социальная работа. Все, что касается специалистов для, значит, психологов, охрана правопорядка, будущие полицейские, то есть это целый ряд специальностей. Ну и, конечно, МЧС, безопасность, это тоже одно из основных. Ну а в этом году мы создаем, значит, 12 мастерских, но мы в этом году значительно ушли в сельские районы. Мы рады за наших коллег, за наши учреждения. Например, это Усялданский техникум, который создает мастерские по промышленным технологиям. Это Чурапчинский аграрно-технологический колледж, это аграрный профиль мастерские. И это транспортный техникум в Нижнем Бестяхе. Ну, это железнодорожный, то есть они дальше расширяют этот свой профиль, обновляют оборудование. Намский педагогический колледж, где будет создано 3 мастерских по ПЕД-специальностям. Ну и в Якутске в этом году только 1 колледж у нас создает мастерские, это Якутский колледж технологий и дизайна. Но профиль творческий, то, что касается именно моды и дизайна. Михаил Юрьевич, расскажите подробно, как новые мастерские повлияют на качество обучения в колледжах и техникумах? Ну, понятно, что вот на самом деле не только сами мастерские создаются, да? Конечно, это не только IT, как говорим, да, но не только железо в разных областях, от любых компетенций, хоть педагогических, хоть любые промышленные, транспортные. Создание мастерских – это целый комплекс мероприятий. Это и переподготовка преподавателей, повышение квалификации преподавателей. Это обязательное вовлечение представителей работодателей в составление образовательной программы и в учебный процесс, и в прохождение практики. Ну и, конечно, что очень важно, что в наших мастерских сейчас оборудование, оно такое же, как и на производстве. По ряду направлений мы даже немножко вышли вперед, вот, но и поэтому мы видим, что это позволяет сейчас, ну, работодатели больше стали обращаться, крупные компании к нам приходят, и мастерские, они, конечно, влияют на качество. Почему? Потому что мы это видим, ощущаем, потому что к нам стали обращаться крупные предприятия для профессионального обучения действующих работников. Понятно, что это получается, что мы теперь можем и не только обучаем, да, тех, кто пришел там после 9-11 класса, но и наши преподаватели им доверяют компании, когда направляют на переподготовку своих работников. Давайте поговорим про демонстрационный экзамен. Почему именно такой экзамен и как студенты его в целом сдают? Да, но это новые, достаточно новое явление, да, в системе среднего профессионального образования нашей страны. Оно у нас появилось, потому что действительно, развивались в последние годы в основном конкурсы профессионального мастерства. Это же практические навыки. Мы знаем, что в свое время конкурсы профмастерства – это то, что делали действующие работники предприятий, скажем, с небольшим стажем, да, либо уже очень опытные. Они, в общем-то, демонстрировали скорость, качество выполнения тех или иных производственных процессов. И вот демонстрационный экзамен – это как раз выпускная работа, когда после окончания, да, основной образовательной программы сдаются именно практические навыки. То есть разрабатывается целый комплекс заданий, значит, на время нужно сделать определенные производственные операции. При этом больше половины тех, кто, скажем, контролирует выполнение качества работы, это представители работодателей, эксперты из предприятий. Поэтому демонстрационный экзамен, он в себя несет также и функцию, по сути, трудоустройства, распределения на будущие рабочие места. Это сложно, потому что демонстрационный экзамен, в отличие от того, что раньше было, да, в основном, ну, практически сдавали в самом конце. То есть, конечно, была практика, обучались, значит, определенным предметам. Была производственная практика на производстве, но в основном, как правило, на выходе был теоретический блок. Сейчас вот несколько лет подряд мы идем к практическому блоку, но это очень существенные расходы, временные расходы, материальные расходы, потому что это же все, если речь идет, например, о поварском деле, понятно, это расход всего, что потребуется для кондитерского дела, для сварщиков.
То есть это дополнительно, но оно того стоит, потому что действительно люди проходят обучение. В этом году вообще у нас замах очень серьезный. Мы хотим провести 140 единичных демонстрационных экзаменов по 37 компетенциям. И уже, вот тут даже страшно говорить эту цифру, 2235 студентов в этом году внесены. Особенность еще демонстрационного экзамена, то что каждый сдающий, он индивидуально заносится в федеральную базу данных. То есть эксперты оценивают его, выставляют баллы, и, по сути, человек получает зарегистрированную, да, в системе профессиональных кадров страны свою характеристику, своих умений на определенный период. А как совместная работа с работодателями и профессиональными сообществами повлияла на ввод современных мастерских? Ну, здесь, конечно, надо сказать, что у нас в республике мы уже не 10 лет, чуть меньше, конечно, мы создаем профессионально-образовательные кластеры. Такая новая форма работы. Их у нас сейчас 10. С разной степенью успешности они работают. Это, например, я считаю, самый успешный у нас – это кластер индустрии питания. Сейчас он стал шире. Это индустрия гостеприимства, где лидером является Якутский технологический техникум сервиса имени Готовцева, здесь, который в Якутске работает, Ольга Александровна Кокош, директор. Они объединяют не только образовательные учреждения, например, ЕТТС очень хорошо работает с Намским техникумом, с Усялданским техникумом, с Жатайским техникумом, с Сунтарским колледжем, то есть там, где есть родственные специальности. Но и в эти же профессионально-образовательные кластеры входят профессиональные сообщества. То есть это ательеры, например, да, специалисты гостиничного сервиса, специалисты ресторанного сервиса и представители, соответственно, работодателей. И вот здесь, получается, и мы, и работодатели, мы получаем очень большую пользу от симбиоза, да, от нашей совместной работы. Потому что на этапе ранней профориентации, по сути, в такие колледжи прием известен, и уже известны потенциальные студенты, которые придут. При этом мы сейчас пытаемся расширять, делать это, чтобы на этапе поступления это были целевые договоры. Это возможно не только в вузах, что обычно мы слышим, да, а это возможно и в колледжах, и техникумах. Эту практику мы будем расширять. Здесь, кстати, лидером у нас многие годы являлся золотодобывающий кластер и угледобывающий кластер, то есть Алданский политех и Южно-Якутский технологический колледж. Но сейчас, в последние годы, особенно в эти последний период пандемии, да, очень вперед вырвались медицинские колледжи, медицинские специальности. Теперь они у нас лидеры по количеству заключенных целевых договоров. Поэтому вот это влияние. Ну и плюс, конечно, работодатели, часть из них, социально ответственных, скажем так, работодателей, они сейчас к нам обращаются, видя наши мастерские, видя наши возможности новые, качество подготовки. Они обращаются по поводу действующих своих работников. Я бы привел пример, наверное, Алмазова Набара, компания, в которой почти 100% действующих сотрудников являются жителями республики. Это компания, горнодобывающая, и этот процент, он самый высокий у них. Но и эти действующие жители республики, раньше в основном компания сама занималась либо с нами профессиональным обучением, то есть это короткие программы. Но сейчас компания делает очень другой важный шаг. Они внесли предложение, мы его поддерживаем, мы вместе разрабатываем отраслевой проект целевой подготовки, который позволит действующим сотрудникам, которые не имеют профильного образования, например, среднего профессионального, либо высшего, но уже работают в компании, зарекомендовали, уже являются частью коллектива, все-таки это образование получить, повысить квалификацию. То есть здесь мы готовы также подставлять плечо и другим компаниям. Ну и да, кстати, еще хороший пример тоже я вспомнил, компания «Колмар», и Эльга Уголь, да, то есть предприятия, действующие в Южной Якутии, они тоже в последние годы опираются, не создают свои отдельные учебные центры при компаниях, опираются на базу наших колледжей. В частности, это Ирина Юрьевна Подмоскова, директор, который у нас руководит Южно-Якутским технологическим колледжем. Михаил Юрьевич, хотелось бы в конце нашей беседы спросить, и коротко, чтобы вы ответили, что планируется в последующие годы по реализации данного проекта? Если коротко сказать, то у нас, конечно, замах серьезный. Буквально 27 апреля 2022 года, то есть в день столетия республики, мы работали с коллегами из Ленинградской области, системы профессионального образования. Мы, в частности, они делились с нами опытом, мы делились опытом работы с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Таких людей много у нас.
которые могли бы получить образование и, в общем-то, прокормить себя, свою семью и быть вовлеченным, да, в трудовой процесс. Это очень большой акцент, мы хотим это расширять, то есть, чтобы эти ребята могли обучаться. Ну и также мы создадим к 1 сентября 2024 года 85 новейших мастерских. И в этом году, уже за прошедшие буквально 4 месяца, да, этого года, по сути, 2022 года, мы выиграли в 2 новых федеральных проектах. Это мы будем создавать кластер «Профессионалитет», попали в число 70 победителей из 43 регионов. Это на базе сельскохозяйственного техникума, связанным с аграрной отраслью. И мы попали в число всего 7 регионов Российской Федерации для создания колледжа креативных индустрий. Это будем создавать на базе колледжа технологии и дизайна. Михаил Юрьевич, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. Вам спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.